Машдуал, сам со мной. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Так, можете себе представить, что я опять записываю второй раз, потому что только я начала с вами общаться, что-то проговорила, мне позвонили, а я забыла, про что говорила уже. Так что вот так вот. Снова с вами, друзья, я решила, как видите, каждый день снимать, не знаю, напишите в комментариях, потому что уже будет идти третий ролик, у меня уже отснятый ролик. Один уже с комментариями, отснятый я еще даже не смонтировала, он будет впереди идти. Сегодняшний будет идти только завтра, сегодня суббота, друзья. Мне так удобнее просто показалось, потому что если я снимаю в этот же день, смонтировать его и отправить в этот же день в YouTube не получается, это очень много времени. А так я вот сегодня снимаю понемножечку, да, а потом, когда уже после ифтара, спокойненько напишу, что, куда, как нужно сделать. Этот список я уже отдаю Ибрагиму. И Ибрагим до следующего дня мне его быстренько, потихонечку делает. Если, так вода будет шуметь, если вам не нравится, что я вот таком вот разговорным, можно сказать, разговаривая с вами, общаюсь с вами, снимаю. Потому что, ну, вроде бы ни о чем. Вот. У меня всегда вот это так было. Я спрашивала девочки, ну, мои подружки, девчонки с канала, которые, они мне всегда говорили, да снимай вот, ну, хоть что-то сними, вот несколько минут сними, поговори. Я говорю, ну, мне нечего снять. И вот может быть, даже в плане этом хочу спросить у вас даже. Так, сегодня, значит, что? Болтаю, конечно, иногда и лишнее болтаю. Сегодня уже была с утра, сейчас уже время почти 3 часа дня, где-то в 12, наверное, мы приехали только. Была на рынке, купила мясо. У меня сегодня заказ готовой еды. Я говорила вам, что я не буду брать готовые еды заказы, да, но этим людям я никогда не отказываю. Это мои клиенты уже, по-моему, года 3 подряд. Я готовлю человеку, который приезжает то ли с Голландии, то ли с Нидерландов, не знаю, именно на нашу уразу, на месяц Уразы Байрам, и мне ему надо готовить. Я им, конечно, не могу отказывать, поэтому я поехала сегодня, сделала закуп. Уже у меня практически все мясо варится для, ну, как у нас называется, соус, ну, типа супа харчо, друзья. Потом у меня уже обжарила я на лагман уже кусочки мяса. И на плов у меня тоже сейчас будет жариться мясо. Короче, 3 таких вида горячей еды готовые. Ну, горячие, как ему-то охладить уже даже можно. Нужно приготовить. Поэтому я поехала на рынок. Ну, это не с рынка, это с кладовки принесла. Поехала на рынок за мясом и за вот этими вот ведерочками. И что мне еще нужно было? И поилочку для цыплят. Вот. Поехала, купила, значит, остальные у меня было, а вот ведерочек не было. Зашла, значит, это уже в магазине у нас здесь купила, огурцы килограмм, потому что у меня с этим салатом, с заказом у меня малосольные огурчики. Так, ну и чесночок, рис для плова купила, для лагмана купила болгарский перец. Но у нас лагман, друзья, тоже не такой, какой вот именно он классический, там уйгурский, еще какой-то. Просто лагман, как готовлю я, как мне написали, я вчера сказала в ролике, что про плов каши, что это мясо с рисом. Вот типа, да, вот у меня тоже, наверное, будет подлива с макаронами, можно сказать. Но этот человек любит, как я готовлю и лагман, и как я готовлю плов. Поэтому еда по моим рецептам, можно сказать. Болгарка какая дорогая, друзья, 450 рублей за килограмм. Вот эти 2 болгарки у меня получились на 220 рублей. Это что-то, это вообще ужас. Болгарский перец стоит, как мне там написали, как крыло самолета мясо сейчас стоит. Как килограмм мяса стоит болгарский перец. И вот такой вот большой пучок укропа, 100 рублей. Ну, у них было дороговато, конечно. Так, что еще? Мясо я, то, что здесь надо было, поставила. Остальное пока на холод вынесла. Потом буду разделывать. Но я купила сразу и мякоть. Хотя я позавчера только покупала мякоть. Но она быстро у нас заканчивается. Так, ну пока первым делом почищу лук, пока с вами общаюсь. И немножко просто разговорный действительно будет ролик, друзья. И вы знаете, конечно, очень печальные новости у нас с Москвы. Трагедия такая произошла вчера. Жуткая история, конечно, я соболезную всем семьям, у которых произошло такое горе, это очень страшно.
не знаю, как это вообще, даже не знаю, как, о чем об этом, как об этом сказать. Это очень больно. Просто вот я даже смотреть это не могу и не знаю. Вот так. Что у меня еще? Знаете, что? Значит, я уже сказала, что у меня будет в заказе. Значит, будет плов лагман соус и огурчики. И галушки в замороженном виде. Галушки я помните, я вам сворачивала, показывала, как делаю, как ушки, да? Галушки готовые уже есть. И вот после, как приготовится, отправим этот заказ быстренько. Сегодня для своей семьи готовить ничего не буду. Я немножечко вставлю вот сейчас после этих моих слов, что я в вчерашнем ролике говорю, что мы были приглашены вчера на ифтар. Племянник моего мужа делал садака, собирал людей, родственников, зикр делали у них. Но мы не остались, правда, до зикра. Мы приехали пораньше. И поэтому сам процесс зикра я не сняла. Ну, немножко просто за столом, когда мы сидели, меня сняла племянница. И после этих слов сейчас я их поставлю. Ну и вот к чему это? Я начала с того, что я готовить сегодня не буду. Так, давайте-ка я закину пока. Дело в том, что вчера, когда мы уже ехали домой, заловка мне пакет с едой поставила в машину, а там и мясо вареное, и индейка жареная. И поэтому, конечно, если мы сейчас сегодня ее не поедим, это все пропадет, замораживать не хочется. Вот что бы вы ни говорили, друзья, не знаю, вы или кто, что бы мы ни говорили, но уже готовая еда замороженная, тем более теряет вкус. Поэтому я решила сделать так. Мясо у меня есть вареное уже, бульон у меня есть, потому что сварились у меня, ну, я сварила хороший бульон на соус, мне столько не нужно будет на это самое. Я сделаю нашу картофельную подливу, разогрею мясо, которое мне заловка дала. Галушки тоже у меня есть, которые вот ну, тонкие галушки замороженные. Так что я сегодня так легко приготовлю для нас ужин. И Танзила нам сегодня прислала пакет садака, там сладости, рулет сладкий, курочку, все такое. Так что у нас сегодня полноценный ужин будет за счет того, что вот нам вот так вот сделали садака. И поэтому вот даже, и да, меня правильно поправили в комментариях, мы держим не пост, а мы держим уразу. Это правильно, пост, это кто постится, кто не ест мясо, это у христиан пост. У нас действительно ураза. Ой, какой он жгучий. Так, что еще? Что я хотела сказать до того, как включить камеру. Капуста просаливается у меня. Наверное, завтра я буду делать борщ. Так хочу борщ из кислой капусты.
пускай она не будет такой сильно кислой. Но сильно кислую я и не люблю капусту. Вот хочется именно, чтобы чуть-чуть кислинка капусты была. Вот когда у тебя урожай, действительно, ты думаешь, столько ты поешь вечером, все. И главное, вот глаза, вот что-то видишь, что, особенно когда ты на кухне и что-то готовишь. Ой, простите. Буквально даже вот каждая маленькая вот штучка, которую ты, наверное, в другом, ну, когда ты не держишь уже зубы, не поела, тебе хочется поесть. А потом вечером, когда уже можно, действительно, друзья, вот лишнего ничего не влезает. Организм знает, что тебе нужно. Вот даже вот, наверное, может быть, если бы не было урозы, намного больше бы я поела, я по себе говорю, чем вот когда вот разговляюсь. Вроде бы их хочется и не лезет. Вот как-то так. Это вот какое-то вот чудо даже, вот понимаете? Вот ты уже наедаешься от уже маленького объема, и у нас остается столько еды, вы не поверите. Я буду вообще маленькими порциями готовить, я не знаю, даже мальчики плохо едят. Нельзя так, чтобы много оставалось чего-то. У меня вот немножко даже плов остался. Но остался больше рис. И я, знаете, что сейчас сделала? Как раз я купила лишнее мясо еще. Ну, я же говорила, что купила. Я сделала, знаете что, чтобы, ну, просто рис же никто не будет есть без мяса из плова. Поджарила мясо на этом, в сковороде немножко кусочки и добавила к этому плову. Но сегодня вряд ли мы его съедим. А уже завтра опять я не буду готовить. Так что, наверное, опять будет разговорный какой-то ролик, потому что я ничего не готовлю. Вот так вот, мои друзья. Сейчас я помою картошку, морковку. Так, мои дорогие, я не стала процесс снимать, потому что по времени я уже не успевала. У меня еще один маленький заказ поступил. Короче, вот такой вот плов. 5 упаковок у меня получилось. Огурчики малосольные. Ну, суп харчо, можно сказать. У нас он называется соусом. Тут уже был заказан аж на 10 вот таких вот ведерочек. И лагман вот такой вот с обычной спагетти. Вот такой небольшой заказ я отправляю сегодня, друзья. Так, девочки, отправляю заказ, значит, сыскалк одери квахтул. Картошку не буду открывать, значит, картошка вареная, соус из творога с маслом, хлеб кукурузный. Это салат тбилиси. Это у меня, значит, манты и подлива для мант. Все, заказ едет в Троицкое. Так, ну вот, друзья, разогрела мясо, про которое я говорила. Прислала мне, ну, дала мне вчера заловка индейка. У нас такая капуста просолилась, уже можно кушать. Галушки. И вот меня спрашивали, что делать с этой черемшой. Вот эту черемшу можно есть с этим мясом, можно вот сюда вот закинуть вместо чеснока. Вот так вот будет очень вкусно. Вот так вот сделала быстро морковный салатик. И вот так вот наш стол. Мои дорогие, смотрите, чем я занимаюсь. Заказала позавчера, по-моему, на Валберес вот эти вот баночки. Потому что вот смотрите, сколько вот этих вот специй разных. И они все вот так вот у меня в этих пакетиках. Они неудобные. Но мне не хватило их. Все-таки нужно еще заказывать. Вот это все я пересыпала. Ну, вы знаете, вот что значит покупать, не пощупав, не посмотрев. Я как-то не прочитала, наверное, что они у меня пластиковые. Хотя можно было бы по цене догадаться, да? Вот что значит дурочка. Но все равно ничего, они красивенькие такие, ничего, что даже пластиковые. По идее, я и не так уж и разочаровалась. Вот пересыпала. Некоторые пересыпала, наклеила наклеечки. Ну, наверное, еще такие закажу. Пусть будут пластиковые. Ну, износятся. Новые закажем. Просто они, пластик просто, мне кажется, просто изнашивается быстро так. Эту коробку уберем. И вы знаете, друзья, этот Валберес меня спасает по ходу. Но дело в том, что вот купить что-то, я знаю, что чуть-чуть дороже, мне моя дочка всегда говорит, мам, ну ты чуть дороже все равно покупаешь. Я говорю, ну и пускай. Во-первых, я не трачу столько времени, не еду куда-то. И если я поеду, вы сами знаете, что куда-то поехали, обязательно купили то, что и не планировали. А тут я взяла только то, что я хотела. Во-первых. Во-вторых, не потратила на дорогу. И эта разница, по идее, и окупается. Так, что я еще заказала? А вот заказала вот такую вот штучку. Идея у меня была. Но мне хотелось бы, конечно, побольше, чтобы она была. Но она маленькая.
не было. Вот, надо будет пойти в наш магазин, этот, ну, рядом со мной, который, как рядом со мной, ну, минут 5-10 езды только от меня, магазин посуды, там будет. Ну, и чай, это тоже мне нужно. Мне нужно вот такие вот порционные салатики, чтобы делать. Поэтому вот так вот. Это у меня крахмал купила я. По-моему, 5 килограмм кукурузный крахмал. Он не бывает очень часто нужен, поэтому заказываю. Так, а перед тем, как заняться вот этим всем, вот я перемыла вот эту вот всю посуду, как видите. Это вот после заказа и после ифтара. Теперь мне нужно это все вытереть, поставить по своим местам, попить чайку и уже на боковую, наверное. Так, я хочу... Девочки, давно у меня Мадина просит: мама, ты мне никакую рекламу не делаешь, ты ничего не говоришь об этом, а сама говоришь, что это все очень хорошо. Вот такие вот полотенца для посуды от Greenway. Девочки, они очень хорошие, очень впитывают хорошо воду, прям вот хорошо впитывают воду, не оставляют никаких разводов ни на стаканах, ни на фужерах. И я вам просто даже рекомендую. Если что, я оставлю номер телефона Мадины, доставка в любую точку. Просто есть, можно заказать у нее, как бы, да, и вы получите. Там много чего есть. Если хотите, я оставлю ее номер телефона, а вы зайдете к ней в группу. У нее есть группа гринвеевская, там очень много всего, и уже, может быть, там с ней и чего-нибудь возьмете. Может быть, сами подпишитесь, будете сами покупать. Это тоже очень даже хорошо. Просто покупать для себя товар, не продавать, а именно вот сами себе заказываете. Не через Мадину уже вы подписываетесь, но просто подписываетесь под Мадину, да? Вот такая структура. Она меня давно об этом просит, и я не хотела. Я говорю, я не хочу этой рекламы, ничего. Ну, покажи хотя бы то, что тебе нравится, мам. Я не говорю тебе... Ну, короче, эти разговоры с Мадиной у нас очень часто были. Вот, действительно, оно хоть и дорогое, я ей всегда говорю: Мадина, ну, за 1200 я несколько полотенчик кухонных возьму. Она мне взяла его и подарила. И вот действительно очень хорошие полотенца, друзья. И стираются хорошо. И действительно, я не знаю, я довольна. Если что, посмотрите. Дороговатое, конечно, но оно этого стоит. Так, вот так вот. И сейчас я вам хочу показать, какие мы едоки. Мясо, правда, я поставила уже в холодильник. Почти все осталось. И снова из этого уже ужина, представляете? И вот так вот остается все. Вот немножко индейки поели. И мясо тоже осталось. Видно, по-моему, да? Вот. Не знаю, я уже не знаю. Плов у нас стоит немножко. Даже ребрышки, которые, помните, были, даже они немножко стоят. Замораживать не хочу. Как я говорила, я не люблю замороженные, готовую продукцию замороженную. Вот надо будет как-то вот все это докончить и не есть. Я сейчас думаю, может быть, мне завтра на ифтар сделать пиццу. Вот как раз на одну пиццу этого мяса хватит. Оно очень вкусно, девочки пожарили. У меня заловка тоже хорошо готовит. Не знаю, кто готовил, заловка или снохи. А это мясо, вот у меня еще чуть-чуть там есть вареное мясо в морозилке. Разморожу, перекручу через мясорубку и, скорее всего, сделаю пирожки с мясом. Или пирожки, или лепешки запеченные с мясом, с вареным, чтобы оно не пропало. Мальчикам нравятся и пирожки нравятся, и лепешки нравятся. Ну, для себя я хочу сделать просто лепешки, чтобы, ну, жареное не есть. Вот так вот, мои хорошие. Ну, на этом, наверное, я сегодняшний свой влог закончу. Сейчас я переключусь. Ну и вот, мои дорогие, на этом, наверное, сегодняшний ролик все-таки закончу, да. Дальше я перетру всю свою посуду и лягу отдыхать. На сухур у меня стоит гречка. Мы что-то подсели на эту гречку. Но вот после гречки и вареного яйца не так уж хочется кушать. А может быть и... Нет, сегодня не будет. Завтра сделаю. Уже сколько? Просто у меня стоит вареная гречка, надо ее тоже поесть. Завтра, наверное, сделаю кукурузный хлеб. Мальчики больше любят все-таки кукурузный хлеб. Это я со старшим сыном, мы с ним гречку едим. Я не люблю кукурузный хлеб с молоком.
Вот именно на ифтар, ой, на сухур мне не нравится. Я, знаете, как люблю кукурузный хлеб. Может быть, завтра нет, на ужин опять нельзя. Чтобы картошка вареная, чтобы масло с этим, с творогом и горячий, горячий кукурузный хлеб. У нас это говорится, и вареная картошка, я уже сказала, да, сыскал, кодр и картошка. Вот это еще можно было бы приготовить. Ну, может быть, через несколько дней приготовлю. А то все время мясное, мясное. И еще сегодня у меня старший сын просит вареники с картошкой сварить. Он любит приготовить, он любит вареники с картошкой. Может быть, и то, и другое. Ну, надо все потихонечку готовить, как-то распределить, да, на эти последние дни. Я еще перед тем, как вот начинался у нас месяц Рамадан, подумывала, думаю, наверное, составлю меню и буду потихонечку, может быть, даже кому-то рекомендовать, вот давайте завтра приготовим вот это, вот это. Не получилось распланировать, не получилось это сделать, потому что, ну, просто так готовить и показывать, вот можно вот так вот приготовить. Во-первых, продукты нужны по ходу, да, во-вторых, время нужно для этого. Но продукты-то ладно, дома можно было бы использовать это все. Но просто вот ну, темп моей жизни, это еще и то, что мне пришлось по больницам ходить и по этим, как его, процедуры делать, вот немножко меня сбило с толку. Я вот очень хотела это сделать перед Рамаданом, расписать, вот именно расписать весь месяц для себя, ну, а потом, показывая, как я готовлю себе, уже показывать, давать какие-то идеи для вас. Ну, несложные какие-нибудь эти заказы, все время заказы в голове. Несложные такие блюда какие-нибудь, просто как идею. Иногда сидишь и не знаю, ну, а что бы приготовить, да? По-моему, у каждой женщины это бывает. Вот, миллион раз все готовили, но все равно чего-то хочется и приготовить, и порадовать своих родных, особенно когда еще в гости кого-то зовешь. Для них хочется что-то приготовить. Вот такие вот дела, друзья. Завтра у меня такой хороший рабочий день должен быть. Не знаю, вряд ли я даже снимать буду, потому что у меня заказ заморозок, как я говорила. Ну, посмотрим, может быть, хотя бы куриные люля, как готовятся, я не в готовом виде. У меня заморозка. Может быть, я поснимаю, если будет время, потому что у меня этот заказ, у меня поступил еще один заказ на пельмени и манты, которые я приняла. Их надо выполнять. Вот так вот. Как-то так, как я говорю. На этом все. Всех благ вам, друзья. Мира и благоденствия. Мерштаховшу. Дальше маху обудулшин. Посмотреть мершу лучше.